Здравствуйте! В эфире «Главное». Дни Ингушетии в Самарской области пройдут в ноябре текущего года и будут приурочены ко Дню народного единства, сообщила пресс-служба главы Ингушетии. Хорошим почином в этом направлении могли бы стать Дни Ингушетии в Самаре. Совместные выставки, концерты – это укрепит дружеские связи, расширит границы представления народов друг о друге. Мы – граждане одной страны, и нас должно объединять общее наше название – россияне. А для этого надо дать людям возможность больше узнать о культуре и традициях проживающих здесь разных народов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею совместного мероприятия. Очень хорошая идея провести Дни Республики Ингушетия в Самарской области. Давайте сделаем это, отметил он. Глава Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин призвал не допускать, чтобы цены на товары в России поднимались спекулятивно. Конечно, если вы были ориентированы на высокий сегмент импорта, то сегодня он заметно сузился. Но явление это временное. К тому же 90% населения не пользовались его услугами. Властям важно именно это, чтобы уровень жизни большинства россиян не пострадал, чтобы они жили нормально, спокойно, чтобы на полках оставались те товары, к которым народ привык. Рост цен необходимо контролировать. Нельзя допускать, чтобы он происходил спекулятивно, чтобы на людях наживались недобросовестные предприниматели. Топилин также заметил, что новости об уходе западных брендов с российского рынка уже не воспринимаются панически. В нескольких регионах России могут провести эксперимент по внедрению исламского банкинга, сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Первыми регионами, где опробуют такую практику, станут Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Исламское финансирование – это экосистема, включающая помимо банков специализированный страховой рынок и рынок целого класса инструментов исламского финансирования, похожих на инструменты секьюритизации. Среди преимуществ исламского банкинга – это социальная направленность, близость к концепции устойчивого развития. Президент России Владимир Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за итоги по урожаю в этом году, отметив, что уже собрано порядка 130 миллионов тонн и что сегодня это особенно важно. Хочу поблагодарить сельхозпроизводителей за результаты этого года. Хотя они еще не окончательные, но тем не менее то, что сделано, уже хорошо. И это очень важно. Это очень важно всегда. А сегодня для России, нашей страны, в особенности важно. Так что спасибо вам большое. Путин отметил, что сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль и стало эффективным, конкурентоспособным на мировых рынках. Хороший урожай – это прежде всего качественные семена и благоприятная погода. Россельхозцентр проверяет материалы перед посевной кампанией. Об этой работе поговорим с заместителем руководителя филиала Россельхозцентра по Ингушетии Мариям Мурадовой. Мариям Хусейновна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы на страже будущего урожая. Расскажите, пожалуйста, какая работа сейчас проводится при подготовке к посевной? Подготовка к севу озимых сейчас идет, и она начинается с подготовки почвы. Ну и потом, конечно, учитывается, какой предшественник был на этом поле, степень засоренности, степень увлажнения этой почвы. Вот. И одним из главных условий получения высокого урожая это является семенной материал, который наш филиал проверяет, специалисты нашего филиала проверяют на посевные качества семена. Это наша непосредственная работа. Уже многие сельхозтоваропроизводители, не все, уже подготовили посевной материал к севу, и ведется протравливание семян. Наш филиал полностью информирует о качестве и количестве семенного материала АПК Республики и вышестоящую организацию. Вы проводите обследование посадочного материала? Да, мы проводим обследование посевного материала. Сейчас мы обследуем семена, озимые семена пшеницы и ячменя, а также озимого рапса. Но рапс уже у нас посеян в республике, и площади под ним увеличиваются из года в год, это радует. Если говорить о борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, то как поставлена эта работа? И в этом году были новости об обнаружении у нас в регионе вредителя, насекомого вредителя. Были также неподтвердившиеся информации, которые впоследствии после проверок вы опровергли. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, я тогда начну с того, что поэтапно так.
То, что наши специалисты нашего филиала информируют, что подготовка озимых культур, она должна начинаться с фитопатологической экспертизы семян. Это залог хорошего и качественного урожая. И при проведении фитопатологической экспертизы ее проводят в нашей лаборатории наши специалисты. И это идет при проведении этой экспертизы, идет подбор препаратов для протравливания семян. Мы рекомендуем, какие препараты. Надо учитывать, где будут сеяться семена, какой предшественник был, что там было, чтобы вот эти семена обезопасить от вредных патогенов, которые находятся в почве. И при протравливании семян мы, естественно, эти семена, мы их обеззараживаем, мы их оздоровляем. Также мы рекомендуем при протравливании семян использовать смеси. Это как химический препарат, так и биологический препарат, который у семян бывает стрессоустойчивость к болезням, к стрессам. И когда при обработке семян мы используем вот эти препараты, эффект бывает намного выше и лучше. Сев же непротравленными семенами вообще не допускается. Вы понимаете, дело в том, что если у нас сельхозтоваропроизводители хотят получать высококачественные семена, они должны обязательно в первую очередь это протравливание семян, это фитоэкспертиза, это протравливание семян. Про второму вопросу, это по вредителю, который у нас в этом году появился, и это шпанка, красноголовая шпанка. И дело в том, что вот этот вредитель по описанию, он является примерно так, если не хуже саранчи, но на одном уровне. Личинка этого вредителя, она отыскивает кубышку, где саранча отложила яйца, и, питаясь ими, она там развивается. Ну, представьте себе. То есть они тесно взаимосвязаны? Это, да, это природа. Симбиоз происходит. Да. И вот наши специалисты выезжали, смотрели. Ну, пока что вот таких повреждений. Больших очагов, я так понимаю, не выявлено, она появилась в одном из хозяйств на сое. И своевременно была проведена обработка, и этот очаг был уничтожен. Ну, благодаря своевременным мерам. Да. Да, помимо этого больше вредителей в регионе не было обнаружено, нет, я так понимаю. Нет. Но информация так появлялась, я так понимаю, это было из-за того, что в соседствующих субъектах были вредители? Ну да, в соседствующих субъектах. Дело в том, что сеть филиалов Россельхозцентра, мы постоянно информируем о том, что может появиться тот или иной вредитель, та или иная болезнь. И поэтому наше пожелание к нашим сельхозтоваропроизводителям, чтобы они чаще ознакомливались со всеми нашими сигнальными и информационными письмами. Многих сегодня волнует вопрос использования химии при выращивании урожаев и так далее. Я так понимаю, вы занимаетесь рекомендациями, да, сельхозтоваропроизводителям, какие препараты стоит использовать? Но без химии нельзя. Это просто невозможно сейчас, в наше время. Дело в том, что именно качественный и хороший подбор тех или иных препаратов в соответствии с теми или иными болезнями или вредителями, или сорной растительностью мы подбираем, мы можем рекомендовать. У нас идет рекомендательный характер того, что мы можем им предложить. А даже вот это протравливание семян, сельхозтоваропроизводитель, даже чисто экономически, он себя защищает и
у него экономически ему выгодно, что многие болезни не будут проявляться за счет того, что было проведено протравливание семян. Вот. Поэтому мы всем это рекомендуем и постоянно просим, и постоянно информируем наш Минсельхоз о том, что кто провел протравливание семян. Вообще закладка будущего хорошего качественного урожая, это начинается с семян. И если мы хорошими качественными семенами проведем сев, где проведены все мероприятия, которые должны быть, будет и урожай хороший. Давайте поговорим о лабораторных условиях Россельхозцентра. Так как вы проводите проверку семян, то условия должны быть очень хорошими, современными. Достаточно ли они? Да, у нас в лаборатории мы имеем все условия для проверки семян на посевные качества. Также мы проводим фитоэкспертизу семян. У нас мы проводим листовую диагностику. У нас есть приборы, при которых мы проводим листовую диагностику. У нас есть ПЦР-лаборатория, которая на генном уровне. Мы можем определить болезни. Так что у нас есть возможности проводить. Также мы определяем качество зерна. У нас есть инфраскан, которым мы определяем клейковину, белок, влажность, натуру, сорность. В общем, все вот эти анализы у нас проводятся в нашей лаборатории. Я так поняла, вы тесно взаимодействуете, как вы уже отметили, со своими коллегами из регионов. Если говорить о взаимодействии с сельхозпредприятиями, они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы обращаться к вам за помощью и рекомендациями. Достаточно ли они ответственны в этом деле? Не все, но ответственны. С нами постоянно работают наши крупные сельхозпроизводители. Вот. И рекомендации, подбор сортов мы можем даже и рекомендуем, не то, что можем, мы на сегодняшний день рекомендуем, где можно приобрести высококачественные семена высших репродукций. Я так понимаю, вопрос подготовки к посевной кампании, он еще продолжается, Да. Работа не завершена. Да. Если говорить в процентном соотношении, то на сколько процентов ваше участие, скажем так, в подготовке посевной уже завершено? Мы еще продолжаем. То есть еще большой объем работы Еще вам есть предстоит. большой объем работы, потому что все завозимые еще семена, которые будут завозиться в республику, они должны пройти проверку. Именно вот фитопатологическую экспертизу они должны проходить, и проходить должны, какие патогены, что там, и также на качество этого семенного материала, на посевные качества. Вот, мы полностью проверяем сертификаты, соответствие с этих сертификатов. Ну, мы проводим полностью эту работу. И еще мне хотелось бы отметить то, что проведен семинар на базе хозяйства СПРК АМА. Мы показали у нас этих сортов, эти сорта у нас в республике не выращивались, и показали нашим сельхозтоваропроизводителям, какие у нас были полностью приехали бы, это радовало, то, что приехали наши сельхозпроизводители, наши министерства. И при проведении семинара мы показывали, как эти сорта у нас себя проявили. И вы знаете, многие интересовались, и потом интересовались, где приобрести можно эти семена. И у нас помимо этого мы обрабатывали биологическими препаратами, и мы показали воочию, какой результат при применении биологических препаратов дает, что качество зерна становится лучше. Это была наглядная демонстрация вашей работы? Да, это была наглядная демонстрация работы нашей. Хотелось бы нашим сельхозтоваропроизводителям пожелать успешного завершения озимого сева и дальнейших успехов. И пусть чаще обращаются к нам. Вам спасибо, Мариам Хусейновна, вам тоже успехов в вашей работе.
В России выявили более 53 тысяч случаев заражения ковидом за сутки. Летальных исходов 106. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки госпитализировано 3719 заболевших. В Ингушетии выявлено 50 случаев с коронавирусом без летальных исходов. 43 человека выздоровели. В России положительная динамика по выявлению онкозаболеваний, сообщил руководитель Центра организации программ скрининга онкологических заболеваний Минздрава России Рустем Абдрахманов. На данный момент в Российской Федерации наметился положительный тренд в постковидную эру в части выявления онкозаболеваний. Но в то же время мы видим, что часть субъектов у нас имеет показатели снижения первичного выявления. Мы видим, что максимально снижены первичные выявления в Южном федеральном округе. В то же время мы видим те субъекты, которые у нас в красной зоне за отчетный период в части именно первичного выявления. Ученые МГПУ считают, что внедрение системы наставничества поможет защитить начинающих учителей от эмоционального выгорания и раннего ухода из профессии. В то же время они отметили, что на формирование профессиональной идентичности педагога напрямую влияет образ учителя в обществе. Результаты исследования опубликованы в статье «Профессиональная идентичность начинающих учителей. Обзор исследований». Почти 20% россиян имеют более одного авто в семье. Всего о наличии автомобиля сообщили 64% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации. Число россиян, которые допускают ограничения или полный отказ от личного авто, в 2022 году составляет 35%. О неготовности отказа или ограничения пользования автомобилем сообщили 53% опрошенных. Всероссийский опрос в ЦИОМ «Спутник» проводился 16 сентября 2022 года в формате телефонного интервью. Около 230 китов выбросились на мель у берегов австралийской Тасмании. Причина такого явления неизвестна. Происходит это не в первый раз. Большинство особей не выжили. ТСЖ просят правительство освободить их от налогов. Письмо с такой просьбой товарищества собственников жилья направили в правительство страны. Они считают, что применение налогообложения в отношении ТСЖ противоречит деятельности некоммерческой формы управления многоквартирным домом. Подробно об этом и других деталях управления домами поговорим с представителем одной из управляющих компаний. Ахмед Мухарбекович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, давайте для начала обозначим, в чем разница между управляющей компанией и ТСЖ. Дело в том, что право собственников жилья в многоквартирных домах определено жилищным кодексом, где они имеют право создать товарищество собственников жилья, а также другую форму управления многоквартирным домом, то есть произвести отбор управляющей компании. Преимущество, конечно, несмотря на то, что я являюсь представителем управляющей компании, должен сказать откровенно, на мой взгляд, так как и сам проживаю в многоквартирном доме, считаю, что преимущество товарищества собственников жилья все-таки преобладает. Почему? Потому что дело в том, что собственники жилья сами определяют порядок, форму и управление своего многоквартирного дома. И тут надо отметить, что если собственники многоквартирного дома, жилья, помещений в этом доме определят, что вот в этом году будет такой-то бюджет этого дома, исходя из этого будет определено, что тарифная ставка на содержание этого многоквартирного дома, общего имущества многоквартирного дома. Поэтому ТСЖ также имеет право те помещения, которые являются нежилыми в многоквартирном доме, то есть не имеющие собственника, а из числа общего имущества многоквартирного дома, то есть там подвальные помещения ряд там, сдать или под аренду, или еще как-то, и имеют право обеспечить дополнительный доход в кубышку, которую они могут организовать. ТСЖ также имеет право создать специальный счет. Но сегодня нужно понимать, что специальный счет – это счет по капитальному ремонту. Это очень серьезное направление. В нашей республике это очень редкая практика, но основное делает акцент на регионального оператора. Почему? Потому что очень сложно сегодня создать бюджет одного дома, так как
к сожалению, есть и неплательщики, и поэтому нужда этого дома будет до конца не исполнена, как тому они планировали в начале этого года. Поэтому важно понимать, что при создании этого специального счета необходимо иметь любого ТСЖ, который они должны зарегистрироваться в лицензиате. Это жилищная инспекция о том, что они управляют своим домом, так как все действия, если они не будут далее зарегистрированы в лицензиате в жилищной инспекции, одобрены, то они считаются незаконным. То есть та же самая трата денежных средств, несмотря на то, что они решили управлять своим домом, это будет считаться незаконной тратой средств, которые группой лиц определено и собрано. Поэтому многие сегодня и в нашей республике, и в других регионах, большинство акцентирует внимание на управляющей компании, потому что управляющая компания несет отчетность в государственной информационной жилищной системе жилищно-коммунального хозяйства, подает сведения, так как каждый дом, в том числе технические характеристики, его состояние этого дома, все, будь это ТСЖ, будь это управляющая компания, они обязаны вести в государственной информационной системе ЖКХ состояние этого многоквартирного дома, его лицевые счета собственников помещений в этом доме. Каждый раз его обновлять, соблюдать эти некие правила обязаны и те, и другие. И учитывая вот эти моменты, и в том числе, что наряду вот этих специалистов найти по данной отрасли очень сложно, основное население нашей республики акцентирует внимание именно на управляющей компании. Они груду груза снимают собственники жилья с себя, передавая это под управление многоквартирного дома. Но скажу на примере и города Малгобек, многие жители и не пользуются тем правом, которое им предоставляет государство и Жилищный кодекс Российской Федерации, где определены моменты по отбору управляющих компаний самими собственниками жилья в том или ином многоквартирном доме. Из-за того, что они свое право не используют, орган местного самоуправления вынужден выставлять эти многоквартирные дома на конкурс, и правом открытого конкурса определяет им управляющую компанию. Далее уже собственники жилья, согласно Гражданского кодекса, обязаны заключить сами договор с теми управляющими компаниями, хотя Жилищным кодексом также определена форма, что даже не в зависимости отсутствия этих договоров, все равно если управляющая компания предоставляет эти услуги, то они обязаны их оплачивать. Поэтому преимущество в ТСЖ, плюсов больше в ТСЖ, но собственника освобождает от более ответственности, которую они должны. То есть, вы понимаете, они должны определить своего председателя на общем собрании, определить, и этот председатель будет и делегированные ими полномочия выполнять на всех вопросах, которые касаются именно ихнего дома. Нужно нанять ту или иную, или управляющую, или другую специализированную организацию, то это должен делать от имени этих собственников этот председатель этого ТСЖ. Поэтому, учитывая вот этот весь фактор и, соответственно, они и те отчетности, груз, техническую документацию, которую они должны вести, в основном жители передают эти полномочия управляющим компаниям. Ну и управляющая компания тоже, честно говоря, сталкивается с многими трудностями. Да, об этом поговорим, в ходе нашего интервью. На сегодняшний день сколько домов в управлении вашей компании? В нашей компании 108 квартирных домов. В основном в Малгобеке, да? Город Малгобек, да. Да, это старый жилищный фонд. В том числе и старый. Это порядка 50 домов старого многоквартирного фонда, остальные это второй микрорайон города Малгобек. Где... Как вы уже отметили, вы сталкиваетесь с рядом проблем. Давайте об этом поговорим. Они связаны все-таки с техиспользованием этих домов или же все-таки с жильцами? Нужно понимать, что более
вот эти старый жилой фонд, вот эти 50 домов, которые в основном старый жилищный фонд, он более 20 лет не подвергался капитальному ремонту. Первое, что нужно понимать, это отсутствие капитального ремонта инженерных сетей, прежде всего. Инженерных сетей, вот, с которыми мы сталкиваемся, это вода, газа и водоотведение и отопление. Отопление, подчеркну, это централизованно в многоквартирном доме, где находится вот именно вот эта отрасль. Очень серьезная проблема с тем, что вот дома, которые нуждаются в капитальном ремонте, мы практически пытаемся привести в порядок, но не всегда все получается, но мы планомерно идем. Вот буквально недавно закончили многоквартирный дом по Гоголя 38, полную замену водопроводной линии произвели в техническом подполье многоквартирного дома. Так как без капитальной замены водопровода этого дома дальнейшее функционирование данного дома было невозможно в том прямом смысле, в связи с тем, что частые порывы подвергали электрощит многоквартирного дома опасности, и, соответственно, он отключался от электроэнергии, и мы эти работы провели. На этом мы не останавливаемся, у нас уже ранее сделанные работы, и мы идем планомерно по своему плану техническому, который мы определили на год. Поэтому техническая часть, инженерной сети, очень в критическом состоянии. Зачастую мы сталкиваемся с проблемами водоотведения инженерных сетей не нашей юрисдикции. То есть дело в том, что вот обслуживающая организация есть многоквартирного дома, а есть городской коллектор канализационных сетей. И дальнейшее поступление с нашего многоквартирного дома уже в городской коллектор, это уже зона ответственности не управляющей компании. Мы с большими трудностями сталкивались прошлый год с этими проблемами. Вот никак у нас не получалось так выровнять ситуацию. Вот буквально сейчас, несколько месяцев назад, мы этот вопрос урегулировали, и на мгновенное реагирование наша управляющая компания провела переговоры непосредственно с бригадами этих обслуживающих организаций городского коллектора и пришли к выводу, что наши сети, которые многоквартирным домам подключены, будут при поступлении заявки моментально реагироваться и будут эти вопросы закрываться. То есть были трудности, могли по 2-3 дня не отрабатываться вот эти наши заявки на прочистку городского коллектора. Ну, сейчас мы от этого отошли, уже начали двигаться вперед. Но при всем при этом много проблем и до сих пор есть, и мы их пытаемся решить. Много проблем связаны со вторым микрорайоном. Да, инженерные сети отличные, новые, многоквартирные дома. Но есть проблемы, связанные непосредственно из-за отсутствия глиняных замков на многоквартирных домах. То, что при строительстве там какие-то мелочи не учли, но эти мелочи сегодня, дождевые осадки, они в некоторых подвальных помещениях все-таки к нам поступают. Поэтому этот год акцентировать на это внимание нам не удалось, так как у нас были серьезные проблемы с техническими, инженерными сетями. Но на следующий год мы обязательно хотим акцентировать внимание, чтобы во втором микрорайоне внешнее поступление дождевых осадков в техническое подполье прекратить. Ряд уже есть определенных догадок, как мы эту работу выстроим. Поэтому с такими проблемами мы сегодня сталкиваемся. Это основные Но на все это нужны денежные средства. Конечно. Да, давайте о платежной дисциплине все-таки. Платежная дисциплина желает лучшего, конечно, но мы все-таки надеемся на сознательность граждан. Я считаю, что любой житель многоквартирного дома должен прежде всего понимать, что качество услуг, предоставляемых, будь это ТСЖ, будь это управляющая компания, напрямую зависит от тех платежей, своевременных платежей, которых осуществляет собственник жилья. Нет их, соответственно, и качество уменьшается.
Да, мы начали юридическую работу по таким злостным неплательщикам. К сожалению, у нас их очень много. Но при всем при этом эта работа уже организована. Несмотря на слабую платежную дисциплину, свою работу мы не останавливали до сих пор, но сейчас, где представляется возможным те или иные ограничения для того, чтобы поднять платежную дисциплину, мы уже начинаем применять. И, соответственно, юридическую работу, практику мы начали в отношении злостных неплательщиков, потому что зависит, те, кто платит, имеют право обращаться, требовать любые услуги, которые они пожелают. Ну, имеется в виду в рамках того минимального перечня, который определен в обслуживании этого дома, в ту сумму, которая входит. Но при всем при этом за счет них, получается, те люди, которые не оплачивают, они пользуются этими услугами, а в конечном итоге рано или поздно придут и сделают как бы вот такой подход. Тем не менее, вы хотите расширить масштаб своей работы? Да, мы хотим расшириться, но мы хотим расшириться не из-за тех доходов, которые мы получаем. Мы хотим вырасти, мы хотим перспективу своей компании. Вы знаете, у нас молодая компания, она образована в 2008 году. Тем не менее, уже зарекомендовала себя. Да, 2008 года только образована, но при всем при этом для нас важно выйти на более серьезный рынок, поэтому мы, несмотря на те минусы, которые для нас финансово это обходится, так как нет тех доходов, о которых мы делаем расходы, мы все-таки идем вперед, потому что планируем на более серьезную работу. Вот мы и ранее говорили, что если жители города Магас нам доверят свой участок, что мы хотим перебраться сюда, то осуществлять и здесь подобного рода работу. Поэтому для нас это важно, чтобы репутация нашей компании как-то повлияла. Еще раз повторюсь, очень много проблем, не все удается сразу решить, но что мы их будем решать и заканчивать планово, это однозначно с ними, потому что мы заинтересованы отойти от каждого дома, который находится в плохом состоянии, инженерная инфраструктура. Именно прежде всего это связано с общедомовой инженерной инфраструктурой. Эти моменты мы определим для себя приоритеты. Вы сталкиваетесь с нехваткой рабочих рук при обслуживании домов? Есть ли такая проблема? Очень серьезная проблема в Ингушетии, особенно с работами по сантехническому направлению. Именно водоотведение — это проблема очень серьезная. Дело в том, что эти специалисты, они действительно специалисты, которые на вес золота, и мы их ценим. Но при всем при этом у них есть свои, как говорится, запросы и амбиции. Запросы, да? и амбиции, действительно. Да. Дело в том, что эти специалисты очень востребованы не только у нас в компании, но и по всей республике. К сожалению, к нам, я даже за пределами республики постоянно, несмотря на то, что они у меня есть, я постоянно дополнительно ищу даже за пределами республики лиц, которые могли бы приехать по предоставлению жилья и осуществлять у нас подобного рода работу в нашей компании. Потому что это люди, которые они постоянно необходимы, даже чтобы они были в запасе дополнительно. Тут, в любой момент есть их необходимость. Даже пользуясь этим случаем, приглашаем всех желающих, и в цене мы и о оплате договоримся. Поэтому, если есть желающие, будем рады. Что позитивно в вашей работе? Вы достигли того уровня развития, которого вы хотели? Пока нет. Но положительно есть тот факт, что все-таки 108 многоквартирных домов доверили. И пока критических замечаний в наш адрес не происходили, да, и, разумеется, как и любая управляющая компания сталкивается с этим, определенные замечания бывают, но эти замечания мы работаем, исправляем и устраняем все
те замечания, которые в наш адрес поступают. Но при всем при этом серьезных замечаний у нас нет. И поэтому то, что доверили и дают эту возможность осуществлять уже на протяжении, в течение года мы уже практически весь жилой фонд города Малгобека обслуживаем, и что они нам дают такую возможность, это, конечно, серьезное доверие, поэтому мы это ценим. При этом, конечно, если бы мы хотя бы вышли бы на сбор к 50%, то, конечно, мы были бы вообще и довольны, чтобы осуществлять эту работу так, чтобы это хотя бы по себестоимости выйти к тем затратам, потому что на нынешнем рынке цены все растут, а у нас цены тарифа не меняются, поэтому по обслуживанию именно содержания общего имущества в городе Малгобек порядка 20 лет неизменно 4 рубля 21 копейка, поэтому это самый низкий тариф в республике, и в связи с этим определен минимальный перечень. Но я имею в виду, при желании жителей оплачивать своевременно, это практически до 300-400 рублей в месяц. Если говорить о том, что мы ежемесячно тратим 500 и более на связь, то в любое время дня и ночи обеспечить себе аварийную службу, не говоря уже обо всем, что в случае, не дай бог, там произойдет какая-либо авария, в отопительный период таких аварий бывает очень много, так как в старом фонде. Да. Поэтому я уже не говорю об этом, о засорах канализационной сети и так далее. Но любое время дня и ночи, что аварийная служба может выехать и решить их проблему, я думаю, это ни о чем. Те средства, которые за месяц мы оплачиваем. Поэтому вплоть до электроэнергии, отключения в многоквартирном доме решают наши электрики, и практически без проблем для граждан, будь это 2 часа ночи, будь это в час, выезжают и решают эти проблемы. Я думаю, все-таки есть плюсы в управляющих компаниях, если собственники, сами собственники жилья не чрезмерно активные. Активных граждан я все-таки посоветую ТСЖ, потому что ТСЖ мы сами можем определить порядок и форму оплаты и порядок работ, которые нам необходим. А под управлением, как наша компания осуществляет эту работу, то в случае, если какие-то там не входящие работы по обслуживанию согласно определенного договора, утвержденного в конкурсной комиссии, когда нам представляли открытый конкурс на дома, то дополнительные эти работы нужно определять собранием собственников жилья. И, соответственно, за них дополнительные платы выходят. Поэтому, это имеется в виду не входящий в тот минимальный перечень, который должен осуществлять свою работу управляющая компания. Что ж, учитывая тот факт, что жители у нас неохотно создают ТСЖ, работы у вас будет очень много. Желаю, чтобы фонд ваш пополнялся все-таки исправно и процветания вашей компании. Спасибо большое. Ахмед Бухабекович, спасибо вам, что пришли. Успехов. Спасибо. Это было главное. До новых встреч в эфире.